Домашний арест. Такова мера пресечения за неумышленное убийство ребенка. Сейчас дело ведется по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Расследование передали Следственному комитету. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы и привлечение виновного лица к установленной законом ответственности. Обвиняемый в тот момент двигался со стороны улицы Орджоникидзе. На остановке находилось по меньшей мере 7 человек. Двое из них чудом спаслись. Она сюда, вот по этой траектории она ко мне уже ехала. Я просто отпрыгнул. Я даже сама не поняла. Я даже не могла отбежать. Я от страха вот как стояла, оступенела. Парень впереди меня стоял. Он меня как-то вот оттолкнул, да, и я вот то, что он мне вот как будто сказать, что спас, да. По официальным данным, ДТП произошло из-за большой скорости автомобиля, проезжавшей на запрещающий сигнал светофора. В тот злополучный день автомобиль Toyota Hiace двигался с улицы Орджоникидзе. Машины, стоящие с этой стороны перекрестка, завершали свой маневр на желтый сигнал светофора. Чтобы с ними не столкнуться, водитель принял вправо и буквально влетел в эту остановку, которая оказалась слишком близко от перекрестка и ничем не огражденной. Впрочем, сам обвиняемый не отрицает, что ехал слишком быстро. Скорость примерно какая у вас? 75 было. 75, да? И получается... На завершающий сигнал светофора я не остановился. 4 пострадавших привезли на скорое хирургическое отделение. Сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Все пациенты обследованы на уровне приемного отделения. 3 из них госпитализированы для оказания медицинской помощи в стационар. На настоящий момент состояние пациентов остается тяжелым. Неравнодушные горожане до сих пор приносят цветы и игрушки на место ДТП. Прощание с погибшим состоится уже завтра в ритуальном зале на Стадухина, 81. А одноклассники мальчика почтят его память на месте трагедии, запустив в небо воздушные шары. Вильян Бояркин, Ларион Федоров, Роберт Набиев. Вести. Якутск.